других частях Украины. Что мы сделали? Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Значит, мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы сдержать находившихся там военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, которые там проживали. Люди пришли на референдум и проголосовали. И они захотели быть в составе России. Решение США и Европы не признавать результаты крымского референдума Владимир Путин считает очередным проявлением двойных стандартов. Ведь, например, для признания независимости Косово оказалось достаточно решения парламента. И никто на Западе тогда не говорил о нарушении международного права. Поэтому, по словам президента, для того, чтобы построить нормальные отношения, нужно соблюдать простые условия, уважать интересы друг друга и не пытаться менять правила всякий раз, когда это кажется выгодным. Вы меня спросили, ваш покорный слуга, друг или не друг? Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимать.